вон там уже блокпост. Вон, видели? Не шути. И самое главное, он импортный. Вот он, родители. Начало расцветать. И вышел на рыбалку. Вот тут нахожусь. На том месте, где я в прошлый раз рыбачил. Это 14 января было. Вот именно вот тут, где-то палатка у меня стояла. Здесь я вон, там еще провалился вон туда. И вот здесь видно, как люди ходят. Ну, некоторые спортом занимаются, просто на лыжах ходят. И по этой лыжне я пойду, поднимусь вон туда, в кустарник. И там площадка будет от Лесопунтовская еще. А от этой площадки там дорога идет. И по этой дороге минут 30-40, наверное, ходьбы поднимусь выше по течению. И будем пробовать рыбачить там, именно выше. Там поглубже и места уже совсем другие. Из дома выходил, так приятная погода была, теплая, такой воздух теплый. Но вот дошел до речки и ветер сильный, наверное, метров 5. Местами даже 7 метров в секунду. Порывистый такой. И без палатки на льду долго не просидишь. И, в общем, будем идти по этой лыжне и по ходу буду снимать. Пока на льду никого не вижу, пока один, рыбаков нету. Видели, какую лыжню тут натоптали уже, набили. И шум природы такой вот. Слышите, как гудит лес. А на речке вообще там вообще насквозь, если мало одет, там по-легкому ветер насквозь будет гулять. А так я оделся нормально и буду идти тихонько, не спеша. Потому что если разогнаться, там сразу спотеешь. Здесь будет дальше площадка, тоже открытое место. А с площадку будем, какие-то следы лиса прошла, вот свежая еще. Этой ночью здесь ходила, видимо, вон туда побежала. Нет, она лыжни не боится, в принципе. Да вообще сейчас звери другие стали. Ничего не боятся. В лесу работал там. Место такое тоже было, где эти осина, в основном лес был осина. И такое место, вот именно зайцы любят осину, там сарники кушают они. И вообще вон кругом стыды. У нас стоял там объем с соляркой на колесах такая, ну как телега и объем. И вот заячьих следов куча моря. И под этим объемом даже они сидят ночью. Вообще солярки не боятся. Так что раньше охотились, чтобы запах капкана, металла, ничего не слышно было. А теперь, в принципе, уже везде все воняет. Кругом везде железки. Вон, смотри, развилка тут. И вон там площадка Лесопунтовская. В принципе, это идет вдоль кладбища лыжня. И как мужик, я вчера спрашивал, он говорит, набил тропу тут возле кладбища и круг такой делает на озера, возле озера там запрещенное озеро, где рыбы нельзя ловить, там на аренду взяли. В принципе, пойду возле этого озера, может что-то еще тоже покажу. А он по этой лыжне уже, он с этого озера возле реки такой круг делает и обратно вот тут возвращается на эту же лыжню и обратно уже домой возвращается. А мы вот круг не будем делать, мы напрямик по этой лыжне. Я заранее ради этого и спросил,
Если не спрашивал, там по другому месту, по целине пришлось идти. А так я спросил, как-то я уже узнавал, что он ходит. Все равно, как бы пенсионер. И чем дома сидеть, многие вот на лыжах ходят. О, гудит все. Гудит. Вон такая площадка. Очень-очень большая. Но все уже здесь. Вот этих кустарников вообще не было. Вообще. Вот это уже все заросло. Раньше здесь как бы лесовозами привозили лес. И на площадке там на эстакаде разделывали. И кругляки здесь топками собирали. И уже весной, когда вода начинает падать, начинался сплав. Сплавляли лес. Лес сплавляли. Рыбы много было очень. А после того, как сплавлять перестали лес, все, ты смотри, вон, кругом тропа. Опять уже лыжняна. Чего? Это нам по пути. Вон там видно? Вон, как лес. Вот видно, что дорога там идет. О, там уже зум. Великолепный зум. Каждым днем все больше и больше влюбляюсь в эту видеокамеру. Очень нравится. Компактная, легкая, с хорошим зумом. И фотографии еще делал. Если не забуду, сегодня тоже сделаю несколько фотографий. Уже днем, когда полностью расцветет. И вы сами посмотрите, какое видео, какие фотографии можно сделать на этой видеокамере. Вот такая эстакада, вот. Вон, все землей закрыли, короче, блядь. 2 эстакады было. И одна эстакада рабочая была, а вторая так себе. Не очень. Немножко так работали, а в основном на одной эстакаде. И вот это переломный момент, когда был уже перестройки эти. Как и везде, все резко так развалилось. Кто что успел, на дрова спилил, а остальное вроде землей все засыпали, закрыли землей. Не знаю почему. Чем людям отдать, лучше все закрою, пусть гниет. Но бесплатно никто никому не даст. И также тут, наверное. Помнится, дело было так. И все. Там пилорама была. Она летом когда-то показывал. Тоже склады, пилорама. Все разобрали. Кто на дрова, кто еще куда. И главное, до туда, вот, до этой пилорамы электрики еще провели новые столбы или столба. Вот бетонные там еще. Бетонные столбы. Как правильно? Столба установили. Но ничего уже ничто не работает. Сейчас темно. Вон они. Да. Вот эти столбы. Все новое. А там была пилорама большая. Вон. Так, вот тут еще он ходил, лиса ходила вообще, она не пришла. Наверное, буду идти сейчас. Ветер опять поднялся. Ну, тут открытое место. Вот эта дорога, о чем я говорил. Вот по этой дороге и будем. Ну, то сено заготавливает там впереди. Оттуда сено по этой дороге сейчас только возят. А раньше там тоже площадка была и лес тоже заготавливали.
А вот тут с одной стороны, вон, озеро тут, как пятачок, небольшое, но здесь, вот, тоже вот озеро. А тут мост. Сейчас я перехожу через мост. И на этом озере, ну, я не знаю, называть озером или нет, но водоем небольшой. Глубину не знаю, но караси здесь круглый год есть. Круглый год. И в интернете я много смотрел, очень много ловят карасей. Но у нас, вот где я живу, именно Нюшерские наши, я не слышал, чтобы кто-то ловил на удочку карася. Если только сетями можно еще, а на удочку нет. И как, на что и чем ловить, без понятия. Но здесь караси, я точно знаю, есть. А вот тут уже непонятно, но он чуть больше, он как немножко поворот такой делает. И тут щука есть, и ну, вот там уже деревня. Вон дома. Дома, постройки там. Южеские сюда переезжают, рыбу ловят. Может сетями, но не удочкой. Не знаю, там еще, наверное, плотва тут еще держится. Щука, плотва, эти красноглазики. Как правильно, плотва или все по-разному, в разных регионах по-разному рыб называют. Я вот этих ельцами, ну, по-другому, некоторые плотва называют, я ельцами, у нас по-нюшерски мык называем. Вот, тоже я показывал в прошлом году, вот, видео выкладывал, как я ловил этих ельцов. Но пошли комментарии, что вот эти рыбы, что я поймал, это не ельцы. Елец это сибирская рыба как-то и покрупнее, может. Но вот что имели в виду ельцами, эти рыбы, наверное, у нас весной поднимаются. Вот когда уже река начинает уровень падать, вот эти ельцы поднимаются вверх по течению, в ручьи заходят. И в этих ручьях все лето они живут. Там вода холодная. И я вот уже в котельной работал, там любитель рыбак у меня напарник уже был. Ну, в общем, он очень-очень много ловит рыбу. И про рыбацкую ловлю, ну вот, про ловлю рыбы он может часами говорить. И он рассказывал, что вот налим вот тоже летом на больших реках, ну вот как наш, на обычных реках, они в глубине, а основная рыба, вот тоже крупные налимы, поднимаются по этим ручьям в жаркое лето и поднимаются почти до самого болота. От чего, от кого, ну, откуда начинается ручей. И они все лето там держатся. Еще тоже один техноруком Нюшерский наш в лесопункте еще работал. Технорук был. И в общем они тоже что-то лес смотрели или непонятно, или может уже делянку отводили. Пришлось им переходить ручей. Название, конечно, я не рассказываю, не показываю. Но на этом ручье, вот этот ручей, ельцы заходят. И они попали в то время, когда эти ельцы уже скопились в кучу. И пришло время, ну это, наверное, осень дело было.
И пришло время уже из ручья этого выходить. И по рассказам там тонна рыб. Тонны рыб. И такие вот, хоть говорит, по этим рыбам переходи. До такой степени скопились. Может, выдра тоже там гоняет их. Тоже они ради. И зимой вот сейчас на охоту пойдешь. И ручей такой попадется. Ну, именно вот куда рыба заходит. Яйцы, налимы. И выдра, хоть уже рыба оттуда ушла, все равно они выходят. Может, штучные такие, мелкие остаются. И туда все равно выдра поднимается почти до вершинки. Ну, я много раз уже замечал. И выдра, я думал раньше, что питается только рыбой. Вот следы белки. Тоже свежие. Вон. Только что вот перешла вон. Видно, что свежие. Куда-то вон туда. Шишек много в этом году. И вот я раньше думал, что выдра питается только рыбой, о чем я говорил. Но как я видел в 2016, в прошлом году, уже сейчас 17 год, в прошлом году вот видео тоже показывал, кто смотрит мой канал, можете посмотреть. Там видео, ролик, наверное, называется «Выдра». Ну, одно слово «выдра» напишите в поиске на моем канале. И увидите, как он кормится. И я увидел, как он, видно, что он не ел в то время рыбу. Он питается мелкими лягушками, там, наверное, еще травой. Вот. Что-то он ел там. И вообще такой 2 метра подошел до меня. Но, конечно, у него слух. От фотоаппарата все равно какой-то шум идет. Шум какой-то, вот, звук. Звери, они чувствуют и слышат. Сейчас, вчера еще, нет, обманываю, позавчера смотрел видео. Видео смотрел. Что-то у меня с лыжами. Видео смотрел. Позавчера еще видео смотрел про то, как лошади возле солонца держатся. Просто интересно стало вот посмотреть, как делают солонцы. И вот на этот солонец такой простенько сделан, как квартальный столб стоит, и в середине лизун. Вон она, поле уже. Напрямик мы пришли по-быстрому. На этот солонец пришли 3 лося. Одна крупная уже. И 2 годовалых, наверное. Только вот год им, или может меньше чуть-чуть. Тоже в ютубе есть это видео. И видно, что вот даже человеку слышно, как камера стала, как-то помехи пошли, шум какой-то. И лосиха сразу стала, услышала и в одну точку стала смотреть. И вообще, наверное, заметила уже эту камеру. А потом уже совсем камера как-то забарахлила, и лоси убежали. Так резко они поворот делают, конечно, когда убегают. Так что звери, у них слух, конечно, очень даже хорошо слышат. Ну вот, в принципе, уже
пока болтали, дошли. Фу, ну я спотел. Я спотел, бля. Там вот, сейчас вот ветер, вот, если вот так поставить, слышно, как ветер шумит. Блин. А там в кустах, когда по дороге шел, вот там ветер не попадает. И потел. А вот сейчас я выйду вон туда. Вон там где-то вот. Вон на повороте где-то. Сейчас подожди. Сейчас. Так, где он, это место-то? Ну да, он. Ну вон где-то он возле тех кустов. Вот. Вот там я буду рыбачить. Вон. До туда еще надо пешком. А вот тут озеро, о чем я говорил. И там ручей течет. Не знаю, какой переход. Раньше там мост был. Но по слухам я слышал, что мост там разобрали. Мост там уже вообще слабенький был уже. Гнилой. И в этом месте, наверное, больше года уже я не был. Может, даже больше. Но по речке поднимаюсь там на лодке. А пешком на охоту здесь практически не хожу. Вон там уже блокпост. Вон, видели? Не шути. Вот, сейчас подойду. Там буду еще снимать. О, вот это озеро, вон ручей течет. Вон. И ручей открытый, можно сказать. Не знаю, как переход там, как мост есть или нету, но лыжня идет вперед. И вот тот самый блокпост, о чем я говорил. Здесь с весны до осени, до поздней осени сидит дядька в черных очках с автоматом и никому не разрешает заходить на это озеро, ловить рыбу сетями. Это озеро арендовали. В принципе, предупредили, никто не наглеет. Я как думаю. Может, тихоря, чтобы я знал, что кто-то там, у кого-то, чтобы кто-то там рыбу ловил, не знаю. И, блин, совсем беда. Вон, смотри, лыжня куда-то вон направо ушла. Сейчас объявление еще как бы посмотрим. Нет, здесь я смотрю. Ёб твою мать. Там еще лыжня была. Лыжня уходила на реку. Она обратно возвращаться будем. Блин. Тут все открыто, вон, смотри. Все, дома открыто. Вот ручей течет. Вот это озеро. Что там написано? Так. Ну вот смотрите. Бонусный участок. Вот ты. Лов рыбы. Проезд запрещен. Так что имейте в виду. Озеро большое, но рыбу пока ловить нельзя. Наверное, аренду. Не знаю, на сколько лет взяли, но всю деревню это озеро кормило сейчас пока никто не рыбачит тут. Недалеко вон, в принципе, вот наше село. Вон деревня. Новый дом, о котором я рассказывал. Руки трясутся. Ой, блядь. Вот тут мост был. Блин. Что там интересно, блядь, переход какой-то есть или нету хоть? Ну, лыжи держит снег вон. По полю иду и не проваливаюсь, по целине сейчас шуру. А нихуя.
Иногда местами проваливаешься. На буране, наверное, в принципе, и невозможно пока ездить. Я говорю, я уже тут давно не был. Из-за этого где, что, как. Блядь. Обратно возвращаться. Точно уже, блядь, моста нету, что ли. Ну да. Твою дивизию. Бардак, блядь. Ну да. Вон дорога шла вперед. И туда заходить не будем. Да. Точно провалишься. В принципе, там снег. Да это обманка такая. Провалишься. А ветер. Ё-моё. Вон. Нашел какую-то лыжню, спускается на реку и налево поворачивает. Не знаю, откуда и куда он идет. Главное, чтобы... О, качусь, качусь. Опа. Ага. Дальше качусь. Вон она. Это не в гору подниматься, ё-моё. Куда я иду, блядь? Где надо идти? По лыжне, конечно, удобнее. Вон старая лыжня. Чуть-чуть заметно. О, вон под ногами. Ага. И сразу же потом пропадает. Ладно, здесь снимать нечего. Вот она, родимая. И вон то объявление, которое я показывал. Там вон она. Вот. Руки трясутся, блин. И там вот тут выходит озеро вон. А мы обратно вот здесь пошли и спустились. И еще где-то на метров 300-400 надо подняться выше. Вот тут именно, если здесь просверлить лунку, тут очень глубоко и травы очень много. Но я пойду повыше, там глубина маленькая и течение, наверное, меньше тоже. Смотри, здесь вообще проваливаешься. Просверлил 2 лунки. После меня вон еще один рыбак поднимается. Вон. Остановился, поговорили. Его уже не стал снимать, пускай идет. Так, и тут набита лыжня и даже кустарниками отмечен. Здесь, видимо, ходит кто-то частенько. Лыжня здоровая вообще. Фу. Дальше буду сверлить еще одну лунку и будем пробовать рыбачить. Где-то минут 15 уже сижу. Минут 20 даже. Не 15, а 20. И в течение этого времени ни одной поклевки не было пока. Пока шел, вспотел. Сейчас все идет. Пар. Свечки зажег. Немножко тепло есть и пар от меня еще. Когда пешком еще груженным идешь, потеешь. Шлак выходит. Все плохое, короче, выходит. Поэтому я говорю, надо ходить больше. Ходить пешком по асфальту — это совсем другое. Надо нагрузиться и вот на лыжи встать. Вот это поход считается. И потеешь. С потом все выходит. Все плохое с организма.
Но оделся, конечно, тоже по-зимнему. Если не палатка, невозможно сидеть, ветер такой. Перед тем, как идти, я на этом месте хотел пробуриться без палатки, просто проверить. Думал, минут 10 посижу, если клёва не будет, дальше пойду. А нет, невозможно. Ветер сильный. Насквозь, прям насквозь проходит. А обратно уже буду идти против ветра. Но все равно по-быстрому так, большими шагами будем идти. Не замерзнем, надеюсь. На улице не так холодно. Это когда минус 20-25 и ветер поднимается. Ух, тогда мороз. Вот поплавок, кивок, ничего не двигается, тишина. И сейчас вот набрал, позвонил тому рыбаку, кто сейчас поднялся. Он повыше чуть-чуть, метров, 300-400, наверное, от меня еще выше поднялся. Обычно он там раньше рыбу ловил. И говорит, все еще, говорит, сверлю, ищу. Там русло поменялось, и песок, наверное, пришел. Там русло поменялось, и, говорит, глубины вообще нету. Нет, не клюет. Если клев есть, там в течение 15 минут, это уже проверено. Даже 10 минут не надо сидеть. Сразу клев есть, идет. Не хочет рыба брать. Может, не попадаешь на такое место, где рыба стоит. Но обычно я здесь не один год рыбачил уже. Без рыбы не уходил отсюда. Ну, не хочет, не хочет. В прошлом году в это место тоже вечером один раз приезжал. Приезжал там, пробурился, просверлил. Просверлил лунку, уточки спустил. Тоже сразу клёва не было. Пришлось посидеть. Потом клёв начался и немножко поймал. Сегодня прикормим здесь. Может, рыба и соберется. Если когда-нибудь еще завтра или послезавтра прийти. Но мне рыбалка быстро надоедает. Если сегодня клёва нету, завтра особо не тянет меня. А охота уже совсем другое. Охота хоть дичь есть, хоть нету, я люблю ходить с ружьем. Именно ходить. Узнавать новые места. Тоже надоедает по одному и тому же месту ходить. А когда уже такой круг тоже делаешь, ну хотя 500 метров в стороне уже лес другой, место другое, деревья другие. Узнаешь что-то новое. Рыбалка, она также. Некоторые рыбаки вот все знают, где, как, что ловить.
Сегодня буду испытывать Powerbank. Сейчас вот я аккумулятор не заряжал. И у меня на аккумуляторе одна шкала осталась зарядки. Сейчас потом батарейка будет красная, ну, знак батарейки красная. И когда уже будет разряжаться там вообще, как сказать, начнет мигать. Купил вот такой внешний аккумулятор. Здесь видно. 2 USB. Здесь можно проверять зарядку. Все загорается. И ничего особенного. И самое главное, он импортный. Импортный. Сделано в Китае. Как обычно, все китайское. 10 тысяч миллиампер. 10 тысяч. И стоит в Сыктывкаре 1090. Если в Москве заказать где-то 900 с лишним. Если через интернет. Ничего там и этого нету, как сказать. Фонарика нету. Я хотел брать, но он по размеру вот поменьше был. Вот где-то вот такой. Где-то вот такой. 6000 миллиампер. Хотел уже, приметил, уже хотел взять. За 800 с лишним рублей было. А потом что-то обновление в этом было. В прайс-листе. Я в городе смотрел. И появился вот такой аккумулятор. 10 тысяч. И 10 тысяч миллиампер. И переплата там, не знаю, 150 рублей может. А амперов больше. Намного. На 4000. Ну, сейчас уже, как сказать, подсоединю и будет работать через Powerbank. Такой провод. Если кто сомневается, что не работает, как сказать, видеокамера Panasonic 260 Powerbank, я сейчас могу показать, что она работает. Вот сейчас подсоединяю. Все. Деле. Так, и сейчас отсоединю аккумулятор. Вон. Вот аккумулятор. Все работает. Все. Так что никаких проблем. А если подсоединю обратно вот этот аккумулятор свой у Panasonic, я думаю, и будет одновременно снимать и заряжать. Первый раз, конечно, этим тоже пользуюсь. Сейчас я обратно. Так. Все. Соединили. Все работает. Также я сделал самодельный чехол. Утепленный он такой. Поролон. И все. И этот Panasonic еще, все равно не клюет, хоть немножко поговорим, и то главное по ходу. Поход сегодня, в основном по ходу у меня получился, не рыбалка.
И еще удобно, вот такая видеокамера. Провод подсоединяешь сбоку, и экран закрывается. А у Panasonic 160 провод подсоединяешь под экран. Ну, экран открываешь и подсоединяешь там штекер. И уже обратно экран невозможно закрыть. А у Panasonic 260 он закрывается. Подключаешь с другой стороны в корпусе, там отверстие. И экран закрываешь, под сумок все закинешь и идешь. Аккумулятор заряжается от пауэрбанка. Так что все работает, все четко. Что мне и надо было. Я ради этого. И главное, чтобы от пауэрбанка мне работал. Потому что вот сегодня мороз и батарейка там полуразряженная была, полузаряженная. И буквально на полчаса вот снимал, минут 40 максимум, и уже все, аккумулятор начинает разряжаться. Вот пауэрбанка будет пахать, пока пауэрбанк не разрядится. Если в лесу разрядится пауэрбанк, там тоже отверстие, провод подсоединяешь к станции и заряжаешь пауэрбанк. И вот фирма, не знаю, видно, нет. Так. Вот. Бефенберг ученка. Бефенберг. Input. Input это, наверное, какое-то отверстие. Я английский не учил. В общем, так. Пусть работает. Вот, на землю так ставил, провод достает. Где-то провод, наверное, метр, больше метра длина. Камера была выключена, и на эту удочку, на мормышку, я поймал одного ельца, таких средненьких размеров. Вон он, красавчик. Ельцы, они толстые, мускулистые, как хариус, и поэтому я их очень-очень люблю. А плотва, красноглазика, они как фанера, они тонкие, там мяса практически нету. А ельцы, вот это не скажу, что он крупный, но все равно мускулистые. И как я выключил, там где-то на 5 полчаса уже сидел. Потом резкая поклевка, сразу моментально и подсек его. Вот так больше пока ничего не клюет, никого. Сейчас звонил мне тот рыбак, который повыше поднялся. И он поймал одну уклейку. Еще, наверное, парыш туда. Зацеплю одну уклейку. Тоже, говорит, клюва вообще нету. Парышей сколько? Вон, красные, белые. Все опарыши в одной куче. И от лекарства такая посуда. Не знаю, какое лекарство тут было. Плотно закрывается. Один раз у меня опарыши были в пакетике. Не плотно закрыл. И сижу, рыбачу. Вдруг вижу из пазухи. Ой, блин, я-моя. Из пазухи у меня опарыши лезут. Оказывается, они такие прыткие. Блин, все путается. Все запуталось у меня. После этого
опарыш я стал таскать в такой посуде. О, сейчас. Но обычный крючок вообще клёва нету, я не знаю почему. Ветер сегодня южный. Чуть-чуть юго-восточный даже, наверное. Одел футболку хлопчатобумажную и вот вспотел, и она отсырела и долго сохнет. Надо на синтетику, синтетическую одежду на тело. Синтетика моментально он сохнет. Ой, прохладно даже как-то сидеть. Что ты будешь делать? Ельцы, конечно, не стайная рыба, стая и ходят, а вот видишь, одна только попалась и все. Не хочет. Смотри, какой ветер сегодня, блядь. Поклевка была. Опять камера была выключена. Сейчас вот включил. Но рыба есть. Рыба есть. И, наверное, ту удочку придется поменять, потому что тут мормышка. И на мормышку подходит, а на обычный крючок сегодня вообще. Желтая мормышка, наверное, остается у меня. А, вот этот кислотный-то. В принципе, на него можно, может, попробовать. Это пока уберем. Вторая поклевка и опять на мормышку. Ну тут тоже не глубоко, в принципе. Наверное, под льдом, наверное, где-то полметра глубина, не больше. Подождем, может. Не на игру, ни на что. Если был, конечно, этот видеокамера подводная, посмотрел, рыба есть, нету, может, сидишь без толку, там рыбы вообще одна или вообще нету. Через каждые 15 минут одна поклевка. И все. Пошли какие-то непонятные поклевки. Сперва вот на эту удочку подошла рыба. Подошла, ударчик сделала и ушла. Отошла на ту удочку. Короче, поклевка здесь. Дернул,
Рыба подсеклась, но начал поднимать и ушла. И после этого еще так подергивал. И опять подошла. Видимо, рыба стоит. Но непонятно, почему не берет нормально. Или прикормкой уже там наелась, нажралась. Долго приходится ждать очередной поклевки. Ну, уже сейчас опять вот перестала. Хотя вроде нормально начинала клевать. А вон она. Вот. Поклевка есть, но и на цветную мормышку подходит. Или надо тоже тут проверить, может и там уже пустая мормышка. Ну, заинтересовалась вон цветной мормышкой. Хотя бы так, такие поклевки, то интереснее сидеть. То совсем уже прохладно становится. Сейчас надо пойти посмотреть. Там красный опарыш, а тут, ну да, тут ничего не тронуто. Вяло, очень вяло берет. За такое время уже можно было, конечно, побольше поймать, но видишь, не клюет. Кто-то потерял меня. Алло. Yleensä järkyinen monen. No, meitä. Может, щука поблизости где-то гоняет их. Частенько так бывает, так. Берет так. И все, перестанет. И щука там. Обычно летом, когда на червя ловишь, вроде хороший клев. Потом перестанет. Но это же, на этого же червя и щука берет. Не крупные, но попадаются. На больших водоемах, на буранах ездят и на санях таскают, ну, такие балок, или, я не знаю, самодельные коробки такие, все. Буржуйка там стоит, и все дела. Там открытая местность, конечно, без этого. Ну, с буржуйкой, конечно, теплее. Вот она, родная. Вот она. Наконец-то. О, очередной елец. Хорошо, зацепилась она. И на обычную мормышку взяла, на белый опарыш. Угу. Долго уже играл. Играет там. Клюет, но не берет. Сейчас опарыш еще. Нем. Блин, сколько ждать надо.
Если два опарыша попробовать, что получится, красный и белый. Так. Сейчас попробуем. А два опарыша иногда так. О! Смотри. Вот как выглядит на крючке. Увидел фокус. Раз, два. Вот так фокусируется. Вон они, красавцы. Я раньше как-то противно было их в руки брать, а сейчас привык. Только ими рыбачу. И летом, и зимой. Круглый год вообще. Черви только беру, когда на окуня рыбачу. Когда окунь ловлю, вот тогда и червь беру. Стандарт. Первый елес таких же размеров был. Ну, 2 штуки. На жарку, на зимнюю жарку 15 штук надо. Вот. На жарку надо 15 штук. На коме жарку, ну, рыб 25. Обычная жарка 15 штук, он нормальную жарку делает. Вот. На сковороду складываешь и не жалея растительным маслом. Солишь и жаришь. Жаришь, а потом рыбу кушаешь, а растительное масло там еще со вкусом рыбы остается, и макаешь хлеб, так хлеб ешь еще. Очень вкусно. Такому жарко она складываешь один слой, потом второй слой, можно третий слой, не жалея. Все, теперь опять где-то полчаса придется ждать. У меня на этой удочке мормышка на дне. Возле дна вообще. И, наверное, рыба кормится, по дну идет. Возле дна. И что-то заинтересовало. И поклевка была. Взяла. Онлайн. А. Тренируйте начали, да? Перед тут через жды. Валентин Лётик. Куда Валентин? Я посулиса. На. Стану уже. Але приманка ружья. Савуночка нам. Как нами заткаться? Силётик садома. Как я уже барахты. Как я сейчас. Купить что я видел. Пойдешь не то мы садовы. Мы как Пушкинестан качаsen в уграше да, тоже они нёльки менчари подайшады. Видлася. Улин. А, Улин. да. Sen поворота. Полчаса пукалан. Видлас. Ну, купить что я видел. Купить пошедший. Ну, без густейся. Главное какая-нибудь. Кайландия, кыжнер говорит тагис. Да, мне все равно если кушал то мен. Там гору ще не сталактын. Да, это вот истина. Обычно так, что не от я говорю, надо горлица так. No. Miten näyttää jo että on tai Так мите, гора где уже тут ты мите. То пуртула да. То пан здесь юго я для мы солнце право. Так черно раз пишут. Se olisi Gibeltalon ottaa. Я будто буду. Не актер что за то мы сейчас. Пятница шеньмейка, баракоч да. Да, 29 12. Там будет один. Суктукарин 28 стали Яниан 33. 41. Никто где-то того не антология. Не гуще 240, до 30.
Az druga başta az. Ja povođa se. Tulaljen. Ili sam za kolevežni. Stava se vežlali, čoski tarjen virdanen, da ne jačim me gotim da ćem čoski da zapšajne. Stavi čoski cenen da jazne. Amiga, ta će prvo išnalati. Tavo da. Iznadilo, velek na iman kato koljeni. Te druga lužina dvete digen budlun da će vajne kot milke. Vatro bruš. Nie ta će iza glove, a tu omot kuto ta bă. A posso se košalla mašali mi se tiš. Me ko si set vožne da poski rabo. Košallisnis ja pojam vonim. Vađalo. Strub vedvetlisni. Ja turtam to na koćinaveš. Na. O, se jezverni, mi će stiga sa ostužimo se šaj se puktoni da ša. Model bokade se to uluče srazu i kodzi. A bu mi ke. Kuni se kuđi palat kabu. Palatka tegit no pukondan varmi. Polta sa iša vismala. To ila. Me tani i to, ne, lokti da pušali, te še brin. Ne pušali se lokti da. Egi odje loka, što ona pušala. Ne urkoni be kuti. Soni. Ne, te vraj pome, kutike. Oće gajla. Kute se ovo, mi se ovo vikte te njina moći. Sotin. Potim. Kajlum kujim voj kolon kuj gazda jedan. Na. No, ja, uopšte budu potim. Ne, no, u našli mi štali sam ike vo vica in, njolca in, otik tulu sa через žugane staviša do kovija. Tačan kovu, takuđa. No, čeki sa vidi. Čeri puči su veli pete, i vedra bude sa sveli kolje kovi, mogu to što za kovu lovna. To za chujnia, którą go dałem. No, priroda żyje, podskate kući dałem. Tava munda še lat veli, kuš se atvalis. Da, ja rodmile iša, i iša kula. Čekavat na baraže, veš, išar nastaje munus. Kula. A se kvettajne korpot kad buri vištalan želi mojike. Šujasa tajna džel, tarja se. To u nas od more veli, budlan veli more, te šamejke. April nas, načala april nas li moj čuraka je miša pogdim. Žatar koje, čukču koje se ne para koje tem da. Miša čaram ale, skrt čaram. Ruži boštim roborjan, podanemu kajim da. Vajt koje purmonem da uči star da žabu volom. Čukču koje, vop šabu volom. Sorte kućat munem šamite. Sibarin vadi buri. Da, vopše budina. I mejke. Kovijan, takie čod je taj unavali, čod te šoje, čod koruna se, čod bila dole ša kovijan, koviješ. A, čod čis? Da. No, me nabarat se čodis, mi še med mojike. Nalen buruša janesija. Vot je apale ša koviješ. I žirne se ki. I te ša vot. Potkat bo? Da. Jola doći korka veškali za mojike. Može kuran tam, obu kođik tam sam. I to vidi. Ša mojike. Otик šola mojike, тоже это куча сантиметров 5 куча ковали, тоже мейка. Или шу пучисли, гурт пучка сасвали мех, понимаете, кучка шу из потом ажавали, колок шу из петис. Таки тоже нас люли педа. Мушка дискорба диспокои, чуньку запетывали. Нифига. Вот я, блядь, мейка. Конца шу ясли гурт пучка сасвала Да, барай. кучка шу яжена. Шу ясна на. А мойка длан кохчи длан се мойка. Гурт пучка сася переворотка са прямо ружля для вацена. Мейка. Дробит кай друж. Сиена на кучка ружа да беша погубните мейка. Точно. Успех. Робите шу. Або сентайне мейка. Внутренна щица. Шу, та сейчас они диафрагма лягтед мойта перегородка sen med mus sjölem jässtäine torjen. Ot sie перегородка se meikä rujade. No. Dušat neža koto je slečinene varna regla. Ošedda. Šedanaka
Кечене Ружадан 15 минут костан уже перед бочным заводить. Да, сразу. Все. И Сколько? поводят. Француз кайлес лопвам горола. Кайлес мяктан мui вели подкачали актан мui дошин юлунуша тулусны вели. No, sülle вообще жесткая она. Кайлес да. Летче вел да мейке. Миандорте же летче с бураным да. Ем. Темиша летчан черемиша шедипе. Petkerlis da jollu ka meg veri, teske petkerleg veri. Da möttam das холли на маме ясен. Симу да вел келчисе за климон. Wenn wir прямо es было интересно, се всичко кокни да среде вели да. Оце веќе калема. Гинекологи тоже как ты врачой. Мыйся. Врачой то есть оброчкой. Мике врачик есть мыйся, знаешь. Кутас поворотай. Есть колупе февральнас, кудит повели 30. 7 литровой вода ставит по грышмак. Куш нас, что там где-то, не сидь пойдет-то. Õnnesken metsästä medžirnei oparissa pisalemada osmien boštissa se kõik müüvassa. Это bien таусе. Abu уже kukudочка табия. Таб наша мыйка мукадри зай китре видлала. Кивак да розвер. А таб наша тудале са вас мыйка кара вибрируйте да. Бучема нога за тай видлаше тоже. Мыйке апрель нас. Март наш комкини. Ком нас ли. Кити поводят, коли говорят, весь мороз заводил. Пока ходить на водинце. Вылетели тоже 28 кадидвы, минус 33. Сиднай ловала. Да, полагаю, 28. Ja vore distatte den tarjasta on rajilla. Niin, Koš. meikä. Sulla repas, hoiti kuk. No ja hoiti sellainen. Kukni tapasta sen tavan kymmen. Kuus. Mun ikä, kun sä tämän. Mikä tänä voissa gagarpia. Kun sä oli taas siihen, niin mikä oli pespan. Työpanin niissä, meikä. Buranda zavajit men. Reknen zavajit. Kokkiamna zavoi. Akumulatorsa gıbıça bitti. Zavajitçilis rakebnen. Zavajitçilis. Kokkiamnas meikä. Kyllä sä jäset, meikä jäset, trukka jäset, tässä raili. Teda elektrik jäse zvolene. Elektrik vikä ei zvole. Juvasen oli tenli kait buran, kas ja burat niin ja ozna kadmi yochnesken ja. Kujimi poudala. Tena do. Minä problema se oli. Problema, että mä katson, että kymmenellisiä juttuja tässä on se, mikä on pyytty juuri. Ja elektronikas. Или это надо предохранять отчелись ли? Да, предохранить. Minä se bokulaat mikä kävi, pörödi. Eli проводы доголенные. Да, оголенные проводы, se truba nimenomaan. И замкнутые. И предохранили. Точно. Мы кешкем были причина секуш, виштаны sekin. Ja mikä. Так что вечер сейчас видеданка виштале вичасли. Ruja. Ja lympylät mikä kävi. Lympnät näynnässä провод, mikä. Nyt on asuvakin. Don truba pokadi. Zamknutый sulema. Хотели мы дыра покалем дочь без видлина. Аз баш ты еще, мы еще как-то очень. Пушкин выжлала же, мы стали выжлала по окила модла, сюда або душ брат мы кифла. Да, mikä. Palatka tekee luinko pojaverton. Tämä. Petni se страшно, petni pisa munnen. No se. Burada var. To davet, burada lama, znamo burada. O, ne, apel nas. Ce posibil să lași mai mega mă stare. Apel nas, A on sen je. džudžali mi sam gumili. Da, sen. Jolle, koliko sitä sopnis, koliko siihen grismuk pesa. Didar tai, zero že ulovs tai mes tas vali, amika dugdis džikai čedna. Что, ну, о, сколько мне подалось.
Ветки не было. Тут километра почти купить. А где так купить? Вот. 0 километра было. On rajlisa kausa se percigado. Eh? Percigado on se rajlisa. Так мы где-то. Taji periambe. Ja lysten nad. Mikä rissunokkia sai jobben lysili. Да, пашки, так век не Eli lämpä se mikä, lämpä velas kyssottu se. Да. Это я удалген уже водяво пиланат пилите. No. Мейка буранит войли. Topu tai piti mennä. Чорскапи опери виден, мурта орама. No. Таем тешам ите. Уграшни там ите. Видишь, видишь, орусман космит. Toi ni shanpa. Кои не опасно, меша горта он лосат mun. Кои не се oli non sain käymään mikä. Se on jo jättykyjä. No. Että. Otka vettedle nada. Да, и mikä. Kun paikkojen pelottani. Joku jatlettani. Oliko missä lohtusinen. Aktehet. Se paikki jo, vorvar voitais niin. Asi tyrmitä. Tänään on jäisen. Mikä. Puttakalle se olisi nolledinen. Fyysik zaar. Mä kuitenkin tästä kokas vätkini. Nada, ei se Kokas saada. nalen slaap. Ruusia näistä mitä tyystävät. Rusjana det. Somsaminen och chan. Kysin naga Ruusia garta. näitä näitä. Tek. Koska se on täytynyt munita jiksöösei ole, että otti jägät munamaa. No. Ja tuli kyllä tekemään, että käydään tuossa kytötämään. I bör kvädmässä tuoda talain doktomaan, että se oli. Ja me voi juuri tsetsäilemään. Me tulee missä kör tsetsäilemään. Se voi lähteä vaan vuodista. A juulas mikä voite se. Estit sä poljauti sordikia juulas. No, mikä? Se tyvät paljon jäästä topalemaan. No. Tät juuri saapu topalemaan. Buranen köni juulat suut nyt saan nahui se Joo, tämä lisää sitten. buksui tanset se. Me sitten mikä se on. Tässä myytit, tänne kyytit moni. Sraso juuri vuosi tämä lopi tekee mikä. Korredli. Se kyllä mikä. Että se on mun suut menis. Se suutus njursuoli. Niin köjit, tritsi. Ei saa me sen paras asia kyllä noksi mikä. Seren koi ja tusnäs korjassa. Ja jos konda sai keralita siihen vielä ruppi. Se mitä teemme, asui näistä tätä. Sitten mikä tehdä punainen pleskat puktuda siihen tai ja kosmi tehdä bara mikä se nyt pyytää tavallaan. No det. On otan jo otan mikä on tehdä pura. Kilometer että tukkiamis oli nää. Ja käy ju govi. No. No oikein tää. Povorata käilin nää rohkeli. Gaili ja se tän. Aja palatkeja. Palatkeja. Okei. Да. Камера была выключена. Сейчас, после того, как ушел мужик, знакомый, я еще поймал 2 ельца. Один на желтую мормышку попался, который покрупнее. Вон он. Я вам скажу, не маленький. Вон какой толстый. Спина какая широкая, смотри. О. И еще средних, как и первые 2. Ну вот это. Таких у меня 3 уже получается. И один покрупнее. В принципе, рыба есть, но вот, видишь, вяло берет. Вяло берет, не хочет брать. Если бы рыбы не было, вообще ни одного не поймали. А так, уже 4 штуки. Конечно, уже сидим.
знаю, сколько не засекал, но прилично. И он такой черпак самодельный. Можно, конечно, купить, но я сделал сам. Черпак состоит из обычной крышки из-под консервов. Помидор написано пром. И рукоятка вот металлопластик 16 диаметром. Легкая, очень легкая. И прикрепил двумя заклепками, заклепочником. На скорую руку сделал, если упадет в воду, утонет, не жалко. Это уже не один черпак у меня утонул. У меня уже не один черпак утонул, которые покупные, заводские. В принципе, можно сделать самому. Буквально там 10 минут работы. И вот опять тишина. В течение часа опять придется ждать. Где-то рыба стоит, наверное, вот. Или чуть пониже, может. Прикормка под течением несет, уносит. Может, лунки подальше надо сделать. Не знаю. Немножко надо, наверное, самому подкрепиться уже. Рыбалка, я быстро расписанию. Поджопник забыл сегодня. Приходится на варежках сидеть. Теплее. Десять 47 время. Вышли мы, наверное, 7 часов было. Такой бутерброд сделал. Хлеб, колбаса и кетчуп. Хотел еще лук. Угу. Вкусно. Аппетит на природе всегда есть. Тем более, когда пешком бродишь. Чай сегодня не взял. Заварил кофе. Да, еще полчаса и хлеб вообще остынет, уже немножко примерзло, вот тут начинает мерзнуть. Иногда хлебом даже раньше покупных прикормок вообще не было. Мы вот в детстве, когда в школе учились, так прикармливали. Вот, и все. Естественная прикормка. Угу. Течение есть, но средненькое течение, потому что сейчас хлеб под лед уходит и не резко, так спокойно уходит. А бывает, когда большое течение, там
Прикормка падает и сразу моментально. Или даже мормышка с грузом сразу уходит. Поэтому у меня от мормышки повыше еще груз. Потому что у нас кругом течение. У нас таких спокойных мест нету. Кур или такие омуты. Ну не омут, я не знаю как там. В общем, кругом течение. Через спутник все меня находят. Вот из-за этого, наверное, не особо и мне нравится рыбалка. Все время в одну точку смотришь, глаза устают. Охота уже другое. Там идешь. Все меняется, разное все. Ну сейчас дни начнутся длинные, длинные уже дни начнутся. Если время будет, почаще буду выходить. Походу до избушки надо съездить. С ноября уже в избушках не был. Одна свечка у меня тут стояла. И от свечки тепло шло. Но потом начало клевать. Блин, поднимешь, а леска может попасть на огонь и порваться, там сгорит. Если забудешь, что там свеча у тебя стоит. Но это в таких случаях с пешкой можно, конечно, забыть. Сколько уже, блядь, сидим, нифига. Сейчас мужик спустился у того рыбака, который поднялся там, ну, к нему он сходил, говорит, 5 штук поймал, тоже ельцы. Ну, я звонил, там одну он поймал, уклейку. После него еще ельцы попались. Вкусная конфета. Бим-бом. Угу. Ништяк. Вот такой шоколад. Он мягкий, калорийный. Когда идешь в походы, ну, обычно на охоту я беру вот такие конфеты. И, блин, бывают такие случаи, что идешь и некогда тебе перекусить, там нормально покушать. Надо идти, бежать, ходить. И остановишься на чаепитие, там хлеб. Мягкий хлеб, чтобы был, и вот такой шоколад. И не жалея шоколад, там, блин, надо, ну, несколько штук их съесть. Там, блин, 5-7 штук. И с хлебом, с мягким хлебом, с чаем запить. И шоколад калорийный, и сразу у тебя чувство голода исчезнет, и станет легче идти, ходить.
А что вот, ну, бывает, что я с собой хлеб, сало таскаю, а вот на сало аппетита нету. А с конфетой уже точно я чай попью и с хлебом. Так что походу обязательно надо брать шоколад. Ну, не обязательно, вот, скажем, вот такой. Некоторые берут плитка шоколада, некоторые сникерсы. То как. Но они правильно делают. Шоколад калорийный, силы дает. Это проверено. Сколько кружек уже пил? Бесконечно все есть и есть. Пол-литра, как будто дна там нету сегодня. Когда на лыжах это хожу, на лыжах хожу и беру с собой литровый термос. Литровый термос, и он мне не хватает. Километров 15-20 поход так круг сделаю. Даже приходится иногда, ну, с собой, уже большие походы, когда иду, охотиться там. С собой еще банку беру. И бывает так, что приходится в банке кипятить воду, пить чай. Некоторые моменты, наверное, видели в моем видео, где я кипячу, пью чай. И сейчас стараюсь, если на Буране поеду, обязательно 2 термоса возьму. Обязательно. Это без 2 термосов я точно не поеду. Да и на охоту уже не хожу с одним термосом. Потому что один термос беру с собой, а вот такой пол-литровый надо оставлять. Ну, на какой технике ты едешь, на Буране или еще, на обычной машине, на УАЗике. В лесу ты бродишь, ходишь, один термос не хватит. И выходишь уже, ты обессилен, хочется пить. И вот тогда выручит 2 термос горячей водой. Не надо кипятить, уже все горячее там ждет тебя. Выпил там, ты из леса выходишь, спотевший, весь сырой. Бывает там вообще сухой нитки нету до такой степени. Так, потеряли Олега. Что-то еще хотел рассказать, блять, забыл с этим звонком. Что-то даже очень важное, на мой взгляд, хотел рассказать. Фу, блин. И забыл. Если не берет, так не берет. Придется щуку жарить опять. С осени еще щуки остались. Вот и щуку жарить. А вот все равно он соленый, там как бы замороженный, но уже вкус не тот. Хочется, блин, хочется вот свежую рыбу. Только свежую рыбу так жарко не получается, конечно. Несколько вопросов уже было, почему я вот именно так ношу эти, как его, перчатки.
Вот не могу, вот когда я одеваю, наоборот, как положено, может быть даже. О, блин, как-то фу, даже вот не нравится мне так. Вот все у меня с рук падает, все как будто скользит. Как будто все что-то мешает, эти пупырышки. Грубо как-то. Нет. Так что не удивляйтесь, если увидите, по-другому я одеваю. По-своему как-то. Вот так. Вот так удобно. Легко и просто. Ну, вот такие перчатки, они хорошие, но вот все продаются вот с такими пупырышками. Но они, если увижу вот без пупырышек, конечно, я обязательно куплю. После того, как мы перекусили, где-то минут 40 просидели, ни одной поклевки, ни одного подхода, ничего. Все без изменения. И уже тот рыбак, который после меня поднялся, тоже спустился, пошел домой, говорит, перестало клевать. 5 штук он поймал. И вот мой улов. Уже 4 штуки. Стандарт одного размера. Вот этот покрупнее. Красивый такой, мощный, мускулистый. Люблю я вообще ельцо ловить. И в Сибири, вот я смотрел, тоже на одном канале, в Сибири вода большая еще, а вот он вяжет нет, подожди, он на обычный крючок ловил на какие-то жучки, не подъемки, я не знаю, что-то под камнями он ищет, и на этот живую насадку он ловит хорошо яйца, но там покрупнее. И на несколько крючков у него 2-3 крючка, и по 2 рыбы даже иногда попадаются. Буквально спустит и сразу поклевки. Все, будем собираться. Вот так выглядит моя лодка здесь. Я с собой тормозов брал. Поели, покушали. Свеча без свечи, вон как. Видели, на улице что творится. Вообще беда, там мороз. Сильный ветер сегодня. Сейчас будем против ветра идти. Но ничего. Конечно, снимать вот против ветра, когда камера стоит, звук ветра потом портит все. Шумит все вообще в микрофоне. И не стараюсь напротив ветра я снимать. Микрофон спереди в этой видеокамере и вот под экраном, вот тоже. Вот когда я разговариваю, хороший звук должны слышать. Все, собираюсь, идем домой. Уже возвращаюсь. Все, палатку убрал, собрался. И вот по этой лыжне вот оттуда и обратно возвращаюсь. И смотрите, возле лыжни, как забор. Какой-то охотник, рыбак не поленился, вон кустики по всей лыжне так поставил, ставит, чтобы лыжня пургой не замело, чтобы определить, где лыжня идет. И по этой лыжне, видимо, ходит куда-то вверх по течению. Вот. И вот с той стороны он тоже также кустарники. И эта лыжня идет направо, но и до деревни, до села эта лыжня идет все время по полю. А ветер сегодня сильный, и я вот пришел вон оттуда где-то, вон моя лыжня, вон она. И вот, вон спуск мой, и я спустился. Вот обратно по своей лыжне, наверное, я пойду.
там по лесу лучше идти, ветра меньше. А по полю вообще ужасный ветер сегодня. И сейчас немножко уже мне холодно, там я сидел в палатке, так не шевелился. Сейчас вышел, так и вообще дубак. Я не знаю, что за ветер, почему так холодно. Ни одной боровой дичи. Раньше как там, где береза, там и косачи. Вот на таких березах они любят сидеть там. Видно, как у меня руки трясутся, блин. Холодно. Все трясется. Все трясется. Так листов много, очень много их. Как-то даже приятно. Вот, раньше вообще там глухо в лесу было, а сейчас клесты, кругом клесты. И я не думал, что когда-нибудь увижу еще этих клестов, потому что уже давно их не было. А сейчас есть, шишки есть и клесты есть. Все, я мерзну, иду дальше. Холодно, 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 ветер сильный и холодный. Здесь идти вообще в радость. Ветер вообще практически не пропадает. Ну, чуть-чуть, только так. Порывы бывают. А вообще вот эта стена защищает. И здесь ходить. Вон, верхушка как шатается, гудит лес. Но а здесь тишина, покой. Кружок такой сделал. Каждый день, если есть время. И нормально, здоровый образ жизни. У каждого своя лыжня. Вот там, когда я шел на рыбалку на площадке, там вообще такие перекрестки, там, блин, кругом лыжники. И некоторые, видно, что не один ходит. Ну, лыжные, с лыжными палками там следы есть. Может даже и женщины там тоже. Ну, это неудивительно сейчас. Каждый второй на лыжах. Вот. Ну, мы уже половину пути. А оно где-то мы прошли. Ну, уже скоро. Недалеко, в принципе. Где-то 1,5 километра, наверное, от силы до места рыбалки. 1,5-то есть, потому что только по речке метров 400 надо идти. И до речки еще даже 1,5, больше 1,5 километра. Все понятно. Все понятно, идем. Идем потихоньку. Спешить нам некуда. Спокойным шагом. И сейчас уже начал согреваться. Немножко теплее стало. А там на речке вообще, я думал, вот убью там, если по полю там идти. Фу. Не завидую, конечно, кто на стройках. Посмотришь на них, которые дома строят там. Вроде не так и тепло одетые. Вон, тут лунки. Лунки старые. Это рябчик тут, наверное, ночевал. Старые лунки. Вот те самые пересечения. Вот прямо идет лыжня. Вон, видел. И вот тут. Это в ту сторону к речке идет лыжня тоже. И направо тоже вот от речки сворачивают. И пересекается с нашей лыжней. Вот мы идем в ту сторону тоже. В общем, кто как умеет, куда хочет, туда и ходит, бегают. Сейчас в деревнях коров тоже никто не держит. Все спортом занимаются. Раньше работали, после работы еще корову там надо было доить, убирать. В общем, сельская жизнь. А сейчас все по-другому. Сейчас
Все по городскому. Коров практически нету в деревнях. Только спорт и еще раз спорт. Не знаю, что будет дальше. Как будут жить. Пока карачка продают, коровы тоже не буду держать. 2 километра на лыжах по готовому. По готовой лыжне это не расстояние. Вроде только в азарт вошел. Хочется еще похода. Побольше ходить. Но уже видишь, село уже вот рядом. Уже дошли. Уже дошли. Ну вот когда километров 15-20 на лыжах и еще немножко проваливаешься, устаешь. Вот это вообще супер. Ну, тут гора, сейчас будет спуск. Не знаю, как там, где крепление лыж. Так. Не прикрепил очень так. Ну вот и село. Все красиво, ветер вон как гудит. Вообще супер. Как там умудряются в крещенские морозы еще в такой ветер в купальни зайти. Купаться непонятно. Жестко, смело. Так. О, блин. Ох ты. Все так и упал. Лыжи как-то пошли не туда, куда надо. Приземлиться. Спасибо, хоть не на ящик. Угу. Серьезно. Серьезно. Кто-то удивился. Смотрит. Спасай, иди меня. Кот на конце. Вот такая жизнь сейчас в селах, в деревнях. Работы нету. Целый день прогулка. И интернет. Вся жизнь так и проходит. Была бы работа, конечно, накопились, может, съездили куда-то на юга. А жизнь такая, что обычно в будни как-то живут, проводят время на лыжах. Все, мы приземлились. Вот такой спуск небольшой, но не знаю, почему я упал. Будто новичок. В снегу, блин. Конечно. Ай-яй. В такой ситуации можно упасть. Один в лесу так провалишься куда-нибудь, блядь. И все, никто тебя не найдет. На этой ноте, наверное, я закончу. Все. Такая у меня получилась рыбалка, такой получился поход. Кто не подписан, подписывайтесь. Следите за обновлениями. Стараюсь выкладывать видео в среду и в субботу. Ну, как жизнь покажет. Может и побольше будем выкладывать по обстоятельствам. А на сегодня все. Приехали.